У Уркуи двое детей. Младший сын родился всего полгода назад. Живет семья в центре милосердия, во временном приюте для женщин с детьми, попавших в трудную ситуацию. Уркуя говорит, что дома ее сейчас никто не ждет. Эки балам бар, кичинекей 6 айлык колумдагы кичинекей балам бар. Мен өзүм Оштон болом да. Анан Ошко барганга эмем жок болуп атат. Атам өгөй да. Ичип азап берет, аябай. Апамдын 4 баласы бар ал жактачы. Бул жакта өзүмдүн родной папам бул жакта турат да. Өгөйнем мененчи. Ал 4 баласы менен аялы менен жашайт. 9-аялы. Ага деле неме айтканы эме эмесмин да, өзүнүн да 4 баласы бар аялы менен. Орто жолдо кыйналып, каяка барарымды билбей, анан ушул жерге келип жашап атам да пока балдар мененчи. Азынча туугандарым айтып атат, атаң өгөйүп пока келбейле тур, жашооң жакшы болуп кетпейинчи деп. С 2008 года мы принимаем именно женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это бывает и алкоголизм в семье, неважно, там муж или там отец или еще кто-то. Или, допустим, в регионах в основном, да, вот безработица. Приезжают, чтобы работать здесь. И ежедневно у нас количество женщин меняется, но мы принимаем до 45 человек в зимний период, в основном их бывает много. А в такой теплый период они уже как-то вот отсеиваются. Экинчи жолу келишим. Бир чыктым, квартирага барып жашап, анан айлам болбой калды да, кыйналдым. Акча төлөй албай, анан дагы келип директор менен сүйлөшүп, анан неме кылып ошол жерде туруп тура бер дедим, артка чейин балаң кичинекей деп. Эми жакшы эле ниет болуп атат, эми бул жакта буюрса баары жакшы карашат аябай. Вообще по положению мы принимаем женщин до 3 месяцев, но бывает, что женщине действительно уже некуда идти, сама она себя проявляет тоже спокойно, с адекватной стороны, мы, конечно же, их оставляем дальше. Но вот у нас был такой пример, да, вот женщина прожила у нас где-то около 3-4 лет, ей действительно вот ни родственников нету, никого нету, с мужем она жила, муж начал пьянствовать, семью бросил. Она не умела ни читать, ни писать. Мы, в общем, тоже общими усилиями неравнодушных людей мы обучили ее поварству, кулинарии. Она отучилась, у нас прожила, проработала. Потом оказалось, что у нее есть двоюродный брат, он жил в Москве, и вот он забрал к себе. Частные лица очень часто вот приезжают, там помогают, кто-то продуктами, кто-то еще. Они просто говорят, вот у нас есть центр, да, вы, если что, можете к нам направлять, мы там можем свободные места выделить. А так у нас жила тоже женщина, у нее была уже база вот это медицинского образования, и вот усилиями вот этих вот людей она прошла дополнительный курс обучения именно в медицинской сфере. Сейчас она вот работает медсестрой. Честно, вот в какой именно не скажу, но вот тоже такой как бы хороший результат. Общественный фонд «Центр милосердия» работает с 1997 года. В разное время фонд помогал малоимущим гражданам и детям-беспризорникам. Для того, чтобы помогать большему количеству людей, Центр сотрудничает и с госструктурами, и с другими общественными организациями. Дарыгерлер текшерип турат, немесин алып барып турабыз врачтаргачы. Келип текшеришип, жакшы карашат. Анан болгону баары жакшы, анан ушул балдарымдын ушул памперсиден кыйналам да көбүнчө. Мы сотрудничаем вот тоже с ТСМ-1, если они болеют или дети заболели, мы направляем их. Если прям срочная помощь нужна, конечно, скорую вызываем. С юридической стороны, конечно, сотрудничаем с другими тоже такими же организациями, как и мы. Они нам предоставляют своих юристов, адвокатов. Так как у нас своих юристов нету и психолога тоже нету, мы выходим из ситуации вот таким образом. Основной наплыв у нас начинается именно в зимний период. Это вот с конца октября месяца и до конца зимы. Мы предоставляем им, конечно же, в первую очередь это приют, горячее питание. В основном у них документов нету, бывает у 80%, да, женщин. Это вот либо она срочно бежала из дома, либо там где-то в залоге у нее в магазине, или там в такси она приехала, у таксиста в залоге. Ну, мы помогаем в восстановлении документов. Буюрса иштейм деп аракет кылып атам. Бу жерде бир эже бар, күнүнө 500дөн карап берем дейт да. Жумуш таба бер деп Ошко кеткен, баласыначы каникулга чыгып, анан бүгүн эртең келип калат болуш керек, келип калса сүйлөшүп, анан баламды карап турса, аракет кылып иштейли деп неме кылып атам. Мен өзүм Россияда 3 жыл иштеп келдим.
картошка сезондош жакшы иштейт элем мына. Они все в основном, конечно, трудятся, они стараются заработать. Но это такой однодневный труд, это вот посудомойщицами или там где-то швеи они. Здесь у нас вот в дневное время не работают только те женщины, у которых совсем маленькие дети. Ну, они не могут где-то их оставить. Друг с другом они договариваются, присматривают за детьми. Друг с другом они, в принципе, в хороших дружеских отношениях. Эми баланын атасына да бир ай неме кылса сынап көрөйүн деп атам, ош жашап кетебиз же болбой калабы. Аракет кылып ага чалам, балаң көргөзөйүн, чал деп неме кылыпчы. Кыйналып, сарсам болуп, анан ушул жерде туруп турайын деп карагандары жакшы карашып атат. Ошол директор айтты, эми күн жылгыча туруптур, балаң кичинекей деп неме кылыпчы, рахмат дедим. Они молодцы, они тоже целеустремленно стараются вот чуть-чуть реабилитироваться у нас и идти дальше своей дорогой. Таких женщин тоже много, и мы прям таким тоже гордимся, что это не просто вот они пришли на иждивенчество, а на самом деле стараются изменить жизнь к лучшему.